Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами научимся составлять предложения на казахском языке. Для этого мы рассмотрим сегодня переходное время глагола, потому что оно самое распространенное. Переходное время глагола показывает регулярные действия и действия, которые будут происходить в будущем. К регулярным действиям относятся те действия, которые мы все время повторяем. Например, каждый день встаем, умываемся, кушаем, спим. Чтобы правильно составлять предложения, нам нужны местоимения, глагол, те же самые суффиксы переходного времени и личные окончания. В казахском языке местоимения можно опускать, потому что местоимения у нас заменяют окончание. Они стоят в конце. Чтобы вам было понятно, теперь давайте посмотрим примеры. Для начала давайте возьмем 3 глагола. Первый глагол у нас бару, переводится ехать или идти. Второй глагол келю, прийти или приехать. Третий глагол у нас санау, считать. Когда мы составляем предложение, мы убираем последнюю букву У. И вместо буквы У мы добавляем нужные окончания или суффиксы. Теперь как составить предложение «я иду»? На казахском это будет «мен барамын». Как я говорила ранее, мы убираем букву У. Вместо буквы У мы добавляем суффикс переходного времени «а», так как корень у нас твердый. Поэтому добавляем букву А. Мен барамын. Я иду. В казахском языке глагол стоит в конце предложения. Давайте теперь составим предложение «я иду». Мен барамын. Когда добавляем к глаголу нужные окончания, мы обычно убираем букву У, которая стоит в конце. Вместо буквы У мы добавляем нужные окончания или суффиксы. В нашем случае это будет буква А. Мен барамын. Я иду. Сен барасың. Ты идешь. Сіз барасыз. Вы идете. Ол барады. Он идет. Как нам сказать «я приду»? Возьмем глагол келу. Корень здесь мягкий. Поэтому также убираем букву У. Вместо У добавляем «е». Мен келемін. Ты придешь. Сен келесің. Вы придете. Сіз келесіз. Он придет. Ол келеді. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда корень заканчивается на гласный звук. Как нам сказать «я считаю»? Мен санаймын. Точно так же убираем букву У. Вместо У добавляем букву И, так как корень заканчивается на гласный звук. Ты считаешь, сен санайсың. Вы считаете, сіз санайсыз. Он считает, ол санайды. Теперь давайте подведем итог сегодняшнего урока. Для того, чтобы составлять предложение в переходном времени глагола, мы употребляем глагол, убираем букву У. Вместо У мы добавляем нужные аффиксы переходного времени, потом личные окончания согласно твердости или мягкости слова. Используя эту формулу, вы сможете составлять предложения с разными глаголами. Попробуйте. И до встречи на следующем уроке.